Всем привет, друзья! Меня зовут Айнура Сагымбаева. Кто меня не знает, рада познакомиться с вами и рада видеть вас на моем YouTube-канале. Я врач-дерматолог-косметолог, руководитель одноименной клиники многопрофильного медицинского центра клиника Сагымбаева. Сегодня я хочу рассказать о влиянии стресса на нашу красоту, на нашу кожу. Сегодня мы все находимся в состоянии стресса. Это может быть связано с пандемией, это может быть связано со страхом за здоровье наше, за здоровье наших близких. Вот. И на самом деле Ганс Селье был такой ученый, который описал две формы стресса. То есть одна из форм, она очень полезна для человека, это кратковременный стресс. То есть когда мы не успеваем, допустим, утром на работу, да, мы бежим за маршруткой, но мы успели, мы сели в эту маршрутку. Это был очень полезный стресс для нас, для нашего организма, для нашей кожи, потому что поднялись все гормоны, прилив крови, адреналин, да, и мы чего-то добились, мы получили от этого наслаждение. Это очень полезно, кратковременный стресс полезен для кожи, для красоты, для организма и так далее. Но если стресс хронический, в котором мы пребываем сейчас, то есть уже полгода мир живет в состоянии пандемии, да, то есть у нас нету работы, если она есть, то она не такая, как раньше, соответственно, у нас нету заработка, мы не можем себе позволить многие вещи, которые позволяли раньше, мы постоянно боимся за наше здоровье, за здоровье наших родных, мы не можем отвлечься, мы не можем тусить, как раньше, мы не можем общаться с друзьями, мы все в заточении. Вот это называется хронический стресс. К чему приводит хронический стресс? Как он отражается на нашей внешности? Конечно, он отражается в общем на организме, но сегодня речь о нашей красоте. То есть, что происходит с нашей кожей конкретно? Во-первых, кожа становится сухой, обезвоженной, неправильно сухой, обезвоженной. То есть все полезные элементы в нашей коже, в частности гиалуроновая кислота, начинает разрушаться. Почему? Потому что имеет место два фактора. Первый, фермент, который съедает остатки гиалуроновой кислоты, начинает поедать полезную нашу гиалуроновую кислоту тоже. То есть водная подушка нашей кожи уменьшается, и кожа становится очень сильно обезвоженной. Каркас нашей кожи, то, что те элементы, которые держат нашу кожу эластичной и в тонусе, коллаген и эластин, тоже начинают разрушаться под влиянием ферментов металлопротеиназ, что, соответственно, приводит к крайней вялости, также обезвоживанию, понижению тургора кожи, эластичности, ну и, проще говоря, к первым и неприятным морщинкам. Вот. Те, у кого кожа жирная, маслянистая, у кого есть различные высыпания, замечают, что состояние кожи ухудшилось, потому что стресс влияет на активность сальных желез. То есть сальные железы становятся активнее, кожа становится еще жирнее, высыпания становятся еще больше, то есть цвет лица становится еще хуже. Также постоянный стресс влияет на состояние, на общий цвет лица. То есть если вы не подросток, если вам за 25-35, то вы замечаете, что кожа становится тусклая, серая, безжизненная, потому что идет спазм сосудов. Те гормоны, которые выделяются при стрессе, это окситоцин, кортизол, работают наши надпочечники. Они, во-первых, просто-напросто разрушают клетки, блокируют деление наших клеток, которые вырабатывают ту же гиалуронку, те же коллаген, эластин. Во-вторых, вызывает сильный спазм сосудов. А там, где плохое кровообращение, там, где спазмированы сосуды, соответственно, нету питания кожи, нету питания клеток. А если нету питания клеток, то о каком прекрасном цвете лица может идти речь? Конечно, нет. Вот. Так что появляются морщинки, кожа становится серой, тусклой, безжизненной, обезвоженной. И что с этим делать? Ну, во-первых, не стрессовать, да? Это очень легко сказать, но сложно сделать. Почему? Потому что это все у нас здесь и здесь. Поэтому в этом случае я рекомендую, не только я рекомендуют все эксперты, духовные практики, дыхательные практики. Это йога, медитация, религия, молитвы, обращение к духовности. То есть в этом случае нам нужно немножечко поработать с собой самостоятельно, побыть себе психологом, если нет возможности получить квалифицированную психологическую помощь. Я думаю, что немногим из нас сейчас в данный момент удается получить квалифицированную психологическую помощь. Если есть такая возможность, конечно, обратитесь к профессиональному психологу. Второе, отвлечение, да? Что нам еще помогает? Духовный, единение с природой. Гулять очень долго надо, рекомендуют.
психологи те же самые, да, сидеть, вот как я сижу сейчас на солнышке. Я сегодня проснулась в 5 утра, вот, и решила записать вам такое замечательное видео, потому что, видимо, я тоже стрессую и плохо сплю. Вот. Гулять, дышать воздухом. Сегодня вообще собираюсь уехать на Иссык-Куль. Вам тоже советую. Вот. Посидеть возле речки, подумать, пообщаться с теми людьми, которые вам приятны. Что конкретно для кожи мы можем сделать? Ешьте витамины. Друзья, сейчас время антиоксидантов. Я забыла сказать, что стресс очень сильно влияет на состояние наших клеточных мембран. Да? То есть те молекулы кислорода, которые у нас в организме, они переходят в активные формы, становятся радикалами, которые пожирают наши клетки, проходят через мембраны, запускают там процесс перекисного окисления липидов, и в итоге получаются такие зомби-клеточки, которые начинают атаковать другие зомби-клеточки. В итоге у нас очень много становится этих зомби-клеточек. А солдатами армии против старения кожи, против этих зомби-клеточек являются обычные фрукты. То есть сейчас то, чего есть, вот я сейчас положила рядом с собой тарелочку виноградика, домашний замечательный виноград. Можно есть виноград, в нем очень много антиоксидантов. Можно есть любые фрукты. Вот. Если вы будете есть виноград с косточками, разжевывая косточки, это полезно вдвойне, потому что здесь есть витамин Е в масле виноградных косточек. Вот. Ну и еще одно полезное средство – это вода. Обычная вода. Пейте много воды. Скажу вам так, когда плохо, пейте воду. Когда не знаете, как выйти из какой-то ситуации, пейте воду. Когда вы злитесь, пейте воду. Вот. И замечательное средство, это же можно применять на кожу. То есть берете сливу, половинку съедаете, а половинку просто размягчаете. Это источник витамина С, минералов, калия, магния, железа и так далее. Сливу, замечательный источник витаминов, антиоксидантов и так далее, как я уже сказала. И просто мажете на лицо. Вы можете это делать за просмотром своего любимого сериала, можете читать книгу, можете копаться в интернете, но обязательно каждый день один фрукт. Сделайте себе правило: один день, один фрукт, одна фруктовая маска. Это очень полезно, это не напрягает, вы можете заниматься своими обычными делами и в то же время избавлять свою кожу от стресса. Ну и, конечно, из косметологических процедур я советую вам обратиться к своему косметологу, либо прийти к нам в клинику, у кого нет своих косметологов. У нас есть замечательные опытные доктора. И вы можете проколоть биоревитализанты. Любые биоревитализанты, соответственно, вашему возрасту, состоянию вашей кожи. Они помогут восстановиться гиалуроновой кислоте, помогут вашим фибробластам воспрять духом и начать производить себе подобных, гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин и так далее. Вот. Так что обязательные процедуры биоревитализации. Вы можете сделать себе препарат кальция, такой, например, как Радиэс. Вы можете проколоть хотя бы мезопрепараты. Ну и, конечно же, если есть возможность, убрать морщинки с помощью бототоксина. Всем привет, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и делитесь этим видео.